Здравствуйте, уважаемые телерадиослушатели. Как всегда, в эфире программа «Дюйно Дюбертю». Мы говорим о внешней политике и международных отношениях. Сегодня мы поднимаем очень серьезную тему, которая буквально несколько лет назад была табу. Ни одна постсоветская республика или страна не говорила о своем национальном интересе. Вообще слово «национальный интерес» запрещалось говорить. Но, к счастью, сейчас и в Кыргызстане, как в других странах Центральной Азии, люди говорят о национальном интересе, об экономическом интересе. И, как и любая страна, суверенная страна должна иметь свои экономические, геополитические интересы. Исходя из этого, вчера буквально прошла интересный очень круглый стол, организованный администрацией президента, Центром политико-правовых исследований, где как раз говорилось об идеологии, говорилось и о национальном интересе. Сегодня в гостях известные эксперты в Кыргызстане. Тамерлан Респекович Ибраимов, директор Центра политико-правовых исследований. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам, что вы нашли время и вот обсудить такую очень интересную тему. Джапаров Гураз Дургарунович, доктор экономических наук, профессор, член очень такой авторитетной ассоциации финансистов и экономистов Кыргызской республики. Спасибо вам большое, что вы тоже нашли время для того, чтобы обсудить этот вопрос. Тамерлан Респекович, вам первый вопрос. Вообще, что такое национальный интерес? Почему он важен? И какие у нас есть геоэкономические, геополитические интересы у Кыргызстана? Спасибо большое, Игорь Кулатович. Да, действительно, с момента обретения независимости Кыргызской республики уже прошло практически 30 лет, но мы как-то вот раньше вообще стеснялись говорить о национальном интересе. Сейчас, на мой взгляд, очень позитивные процессы происходят, что мы начинаем эти вещи очень серьезно обсуждать, актуализировать. Я считаю, что это очень важно, потому что любая страна, как вы правильно называете, суверенная страна, суверенное государство должно иметь свои национальные интересы. Но чтобы не было путаницы, буквально в двух словах, очень простым языком, да, про национальный интерес, многие почему-то не совсем правильно полагают, что когда говорят национальный интерес, речь идет об интересах какой-то одной нации или какой-то одной этнической группы. На самом деле речь идет о интересах, о стратегических интересах государства, страны. Национальный подразумевается общестрановой интерес, потому что общепринятая практика говорит о том, значит, когда говорят о национальности, это говорит все-таки о гражданстве. Да? То есть все развитые страны, когда говорят о нации, они говорят о политической нации. То есть, для того, чтобы было понятно, скажем, во Франции могут быть какие угодно этнические группы, да, выходцы с Алжира, непосредственно сами французы, но все они называют себя французами. Точно так же в Англии, точно так же в Америке. Хотя этническое разнообразие там может быть очень серьезное. Да. Тоже примерно самое должно быть в Кыргызстане, когда мы говорим кыргыз, да, национальные интересы Кыргызстана, национальные интересы кыргызов. Мы должны подразумевать под этим, прежде всего, общенациональные интересы нашей страны, которые на самом деле тоже в принципе уже достаточно хорошо разработаны в мире, они понятны, да. Я бы выделил два ключевых момента. Первый момент – это, конечно, вопросы безопасности, включающие в себя прежде всего военно-политические вопросы. Второй вопрос – это вопросы экономики. Вот эти два ключевых направления, по которым каждая страна в принципе для себя определяет национальные интересы, исходя из этих национальных интересов выстраивает свою политику, заключает стратегические, заключает тактические союзы и договоренности и в этом отношении двигается так, как она видит, куда нужно стране развиваться. Поэтому, известна, да, фраза, да, политиков там, из Англии, и вот авторство, кому принадлежит, сейчас точно нельзя сказать, но можно сказать, что по поводу английский премьер-министр говорил, что у Англии нет друзей и союзников, есть только национальные интересы. Да. В принципе, любая страна, классическая фраза, в принципе, любая страна должна исходить из своих национальных интересов. И здесь не нужно путать идеологию и национальный интерес, потому что идеология у страны, цивилизационное направление может быть одно, но при этом национальные интересы могут диктовать вступление страны в союзы с теми или иными. Если вот привести пример, скажем, какая-то демократическая страна, скажем, да, возьмем Соединенные Штаты Америки, демократическая страна, но при этом она может, исходя из своих национальных интересов, заключать какие-то стратегические или тактические союзы не только с демократическими странами, но и с другими. Скажем, Саудовская Аравия, да, это страна, где власть не выборная, это не демократическая, но при этом Саудовская Аравия является стратегическим партнером Соединенных Штатов, потому что для Соединенных Штатов
исходя из их национальных интересов, очень важно иметь такого партнера на Ближнем Востоке. То же самое касается и других стран, которые должны исходить из своих национальных интересов при определении своей внешней и внутренней политики. Но во многом это касается внешней политики. И если у Кыргызстана нет национальных интересов, или, по крайней мере, вернее, они есть, но они плохо артикулированы, не прописаны, и у политического руководства страны нет понимания, что такое национальный интерес, тогда, конечно, Кыргызстан будет все время шарахаться, исходя из каких-то тактических, сиюминутного понимания ситуации. А если такое стратегическое понимание есть, то, в принципе, тогда страна может более-менее четко понимать, куда двигаться. Вот наша концепция внешнеполитическая концепция, в принципе, она вот определяет, да, вот наши национальные 10 интересы. национальных интересов. Да, национальные интересы, но нужно четко понимать, что ситуация постоянно меняется, особенно сейчас мир очень динамичный. Я бы сказал, сверхдинамично, особенно после тех событий, которые вот в Украине начались, да, 24 февраля, после того, как российские войска вошли в Украину, началась полномасштабная война. Ее могут как угодно назвать, там, спецоперация или суперспецоперация, но это война, где гибнут люди, десятками тысяч, где города бомбятся и люди погибают. Вот это, скажем так, на сегодняшний день ситуация будет решаться на поле боя. И после того, как вот эта военная операция, война вот это выйдет на какие-то договоренности, геополитическая ситуация, особенно на постсоветском пространстве, очень сильно изменится. А Кыргызстану нужно хорошо понимать, по крайней мере, четко для себя выстраивать приоритеты и принципы, по которым двигаться дальше, потому что, ну, кстати говоря, по этому поводу наш президент уже говорил, да, и та, и другая страна пытается нас на свою сторону перетянуть. При этом он такую фразу сказал, что и того, и другого президента ввели в заблуждение, да, не вдаваясь в детали, да, то есть вот для меня как бы не совсем четко понять, да, что там имеется в виду, но тем не менее, да, есть понимание того, что ситуация достаточно сложная, есть понимание того, что Кыргызстан страна в силу масштабов нашей экономики и военной силы, влияния в мире не может кардинальным образом повлиять на ситуацию, но Кыргызстан зато для себя может определить направление, в каком нужно будет двигаться, исходя из той иной ситуации, которая сложится вот в этом регионе. Ну вот вы правильно сказали совершенно, то, что национальные интересы, вот все-таки исторически так сложилось, что региональные, глобальные игроки, они четко артикулируют свои национальные интересы и по всем направлениям, политические, геополитические, экономические, культурные, все виды, и это людям понятно, они четко занимают позицию и уже, ну так скажем, таким дипломатическим словом, партнеры, возможно, они четко понимают, какой позиции, какого интереса будет придерживаться та или иная страна, да? Совершенно верно. Но есть такое простое понимание субъектности и объектности, скажем, страны, которые крупнее и мощнее в экономическом, военном плане, они, конечно, в большей степени субъекты, потому что они могут инициативно определять, да, политику, если не глобально, то регионально. Кыргызстан, ну, объективности, надо сказать, что мы не такая страна, которая может в значительной степени влиять, да, на региональную, тем более на глобальную политику. Но поэтому для Кыргызстана очень важно для себя выстраивать систему координат в значительной мере определяющую безопасность нашей страны. И здесь я являюсь сторонником многовекторной политики, которые некоторые критикуют, говорят, что многовекторная политика. Не существует, да. Это вот неправильно, не надо шарахаться, не надо там сидеть на двух стульях. При этом те страны, которые вас критикуют, сами не то что многовекторную, а супер многовекторную политику пытаются проводить. Да. То есть отказывая нам в собственном понимании того, как нам нужно двигаться дальше. Многовекторная политика – это для страны, такой страны, как Кыргызстан, это очень важная вещь, потому что мы обязаны, во-первых, для того, чтобы безопасно, во-первых, мы должны жить в мире с нашими ближайшими соседями. Это обязательно. Даже несмотря на то, что у нас, конечно, рядом под боком там и Китай, там и другие страны, Афганистан и так далее. Учитывая все эти риски, мы должны выстраивать политику таким образом, чтобы вот эти риски не обернулись против нас. При этом, конечно, у нас есть стратегические, есть у нас тактические партнеры, но ни в коем случае мы не должны позволять себе подпадать под влияние какой-то одной силы, потому что подпадание под влияние только одной силы приведет к тому, что мы просто окажемся абсолютно безвольны в определении собственной внешней и внутренней политики. Потому что это приведет просто к тому, что мы форматы, особенно если эта сила окажется, собственно, в геополитическом капкане, тогда я думаю, что это просто может привести к краху. Поэтому осуществление грамотной, хорошо продуманной, предсказуемой
для наших партнеров многовекторной политики. Это, думаю, выгодно и Кыргызстану, и нашим партнерам. Вот спасибо, вы правильно сказали. Буквально вчера президент, давая интервью информационному агентству «Кабар», он как раз сказал, по Конституции президент Кыргызстана определяет внутреннюю и внешнюю политику. Да. И он четко сказал, что Кыргызстан будет придерживаться многовекторной политики. Да? Я думаю, это руководство и для правительства, и для Министерства иностранных дел. Гурас Дурбалевич, вот к вам вопрос такой, вы все-таки экономист. Отсюда у меня вопрос такой. Вот есть такие понятия, как идеология, экономические идеологии. Да? Вот у Кыргызстана есть экономические интересы, как у любого государства, правильно? Мы должны сохранять торговый баланс, мы должны получать выгоду для нашей экономики, чтобы у нас не было дефицита бюджета, чтобы мы были развиты, чтобы у нас хватало средств на все, чтобы наши товары экспортировались, продавались, они были конкурентоспособны. Отсюда у меня к вам вопрос. Вот как экономист, вы можете сформулировать кыргызские экономические интересы? Да, спасибо. Ну, хочу сразу сказать, если исходя из исторических этапов за последние 30 лет, мы, в принципе, не определились с экономической точки зрения, куда двигаемся, да? Угу. И для того, чтобы определить, что нам нужно, то есть пополнить бюджет, увеличить ВВП и так далее, или занять какую-то нишу на каком-то рынке, да? Угу. Для этого нужна четкая, конкретная экономическая идеология, которая должна быть встроена в государственную политику. Если мы этого не сделаем, и за этим встроенной экономической политикой не будет существовать определенных финансовых ресурсов, то мы будем, вот исходя из того, что, скажем так, колебаться в ту или иную сторону в зависимости от внешних шоков, да? То есть от падения рубля, или зависим от доллара там, и так далее и тому подобное. Ну, конечно, это один из таких примеров. Поэтому интересы Кыргызстана в первую очередь с точки зрения экономики мы должны рассматривать два крупных игрока в Кыргызстане. Да? Это вот на данном этапе это Китай для нас, для Кыргызской республики. И второе... Это номер один, да, получается, да? Да. Вторая экономика, да? И океан, да? Это мое мнение лично, хочу подчеркнуть. И второе, это вот соседние страны, но не забывая о том, что Российская Федерация является одним из стратегических партнеров Кыргызской республики, который, в принципе, делает очень многое для того, чтобы мы получали в части энергоносителей, да, это нефть, газ, там, металл, лес, там очень много, в общем, таких стратегических товаров, которые нам необходимо с Российской Федерацией. Другой вопрос, еще один вопрос есть, это касается импорта, да? Теперь касается экспорта, что мы экспортируем, да? Какие у нас приоритеты в экспортном потенциале есть? Вот где-то года 3 тому назад приезжала группа российских бизнесменов, которые хотели купить наш мед, там, орехи, там, ну и так далее, чем мы хвастаемся, да, чаще, очень часто хвастаемся же. Мед, орехи, да? Да, мед, орехи, там еще что-либо. И вот один бизнесмен подходит к продавцу и говорит, ну, кто у вас оптовик? Там выходит один оптовик. Вы можете, говорит, поставить 16 вагонов орехов, ну, скажем, в течение 2 месяцев? Все замолчали. У меня, говорит, где-то около 50 торговых сетей есть в крупных городах. Я хотел бы примерно в течение 3-4 месяцев продать эти орехи, они очень вкусные. 16 вагонов орехов в течение месяца. Мы не сможем это сделать. То есть мелкотоварность, крупнотоварного производства нет? Да, именно вот это. И здесь вопрос... так, если шутить, пару мешков картошки, да, или там один КАМАЗ, да, перегоним, да, но для сети крупной. Кстати, вот то, что вы говорите,
Я тоже слышал одного человека, вот в России есть сети, да, и когда там предлагают, они говорят, да, разговору нет, мы готовы взять, там, типа, ну, пятерочка там или разные, но они говорят, ну, только нам надо 10-12 тонн в день. Да, вот это же не мелкие, Это да, крупное товарное это производство. крупное Да. товарное производство. И здесь во внутренней политике, в экономической политике, когда мы говорим, у нас очень много таких стратегических, скажем так, отраслей, в том числе туризм, сельское хозяйство, гидроэнергетика, и их перечислять очень много. Но давайте на сегодняшний день начнем с наиболее таких важных, да, сельское хозяйство. Что мы выращиваем в сельском хозяйстве? Вот классические товары, да, картошка, фасоль, что там еще, зерно, там еще что-либо, да. И здесь я постоянно об этом говорю, давайте мы перейдем на малое количество, но на дорогую, более, на качественную. да, на качественную вещь. Вот есть такой, например, шерсть, называется золотое руно. Его делают в Англии, в Новой Зеландии, частично делают в Израиле. Килограмм стоит $1200. Шерсти на бирже. $1200. Да, на бирже. Кто их заказывает? Заказывает модные дома в Европе. Для того, чтобы сделать какой-нибудь шарфик стоимостью $8-10 тысяч. А в ней что, особенность в чем? Да, Золотого руна? особенность заключается в том, что... Золотые нити или Да, там... особенность заключается в том, что качество другое, да, то есть ее специально вот, ну, мы же знаем, что мраморное мясо есть, да, например. Да. Ну, для стейков, там, Да, для для разных. да, там. стейков, и на бирже это тоже по-другому продается, да. И вот смотрите, допустим, стоимость одного бычка с мраморным мясом приравнивается к стоимости 10 крупных быков, которые не имеют ничего, да, например. Ну, я примерно говорю, понятно. да, куда двигаться нам необходимо, да. То есть вы предлагаете, пусть будет мало, но очень высокого качества и дорогого, да? Да. Почему? Почему я об этом говорю? По масштабам площади. По масштабам объема мы не можем ни Узбекистан, ни Казахстан, ни Россию обогнать. Мы не можем. Нет у нас просто таких площадей. У нас 90 с лишним процентов горы. На самом деле. Если мы будем сеять, значит, зерно, он должен как минимум давать 80-100 центнеров с гектара. Давайте над этим работать. Эта наука сегодня достижима? Возможно, достижима. Ну там же семена надо, семеноводческие Да, хозяйства, там вот- сложная вот система, над удобрения, да, там, над да, этим такая надо цепочка, работать, да, это да, работать да, надо. да. Кстати, при Советском Союзе 109 семеноводческих хозяйств было, да, Да, содержались. вот это то, что касается сельского хозяйства. Второе, то, что мы объявляем туризм, там, 5-10 и так далее. Но когда мы на Иссык-Куль приезжаем, мы знаем, да, один очень сильно пошутил со мной и сказал, я сегодня был в шикарном туалете. И где этот туалет, я спросил. Семеновское ущелье. Туда едешь, и там нет туалетов, например. Иностранцы мне жалуются. Говорят, почему вы это не делаете, у вас такая природа. И вопрос в том, что насколько качественно турецкие гостиницы и пляжи, и Ну, насколько, all inclusive, да, там же и еще, насколько качественно там как бы иссык-кульские, пакет. да? Единственное, за что к нам приезжают туристы, за то, что у нас лечебный воздух, вода, там, ну и так далее, да, то есть есть какой-то вот, какая-то своя специфика. Поэтому, Сразу вопрос, нам нужно, вот много сейчас вот пишут, туризм, да, экспортный потенциал, там миллионы человек нужно развивать. Вообще, так, исходя из вашей логики, тогда не нужно и миллион человек, да, на Иссык-Куль? Зачем Может быть, нам, прибудет экология нарушаться, может там Да, прибудет может быть, более просто обеспеченный, да? Марк Цукерберг с командой приедет на Иссык-Куль, отдохнет. Все скажем, северное побережье, он весь сезон оплатит, да? Ну, У конечно. меня один вопрос такой есть, вот к вашим словам. Несколько лет назад здесь у меня в студии был американский очень известный блогер, турист, он
занимается как раз туризмом, и у него такой специфический туризм, он говорит, приключенческий туризм. То есть приезжают люди уже насыщенные там курортами, как вы говорите, Турции, там других регионов. Ему нужна вот такая дикая природа, но не тронутая, чтобы были традиционные там, ну, пища, такая все сохраненная экологически, и она дорого стоит. Вот он, кстати, по Иссык-Кулю сказал, что вот, ну, $1 вложенный в Иссык-Куль, потом остается там всего немножко центов, а все остальное вывозится, потому что в основном покупают продукцию, купленную из других стран. Да, там Да, минеральная ну, вода, сигареты и так далее. Это правильная вообще формула? Этнотуризм, ну, он и развивается, в принципе. Сейчас мы в основном рассматриваем Иссык-Кульскую область, да? На самом деле и Нарынская область у нас, в принципе, имеет огромный туристический потенциал, да, и на юге очень много. Ну, это туризм касается, да, мы здесь... Сейчас я говорю, один маленький вопрос, да? Мы знаем прекрасно, что вот есть у любой страны Центральной Азии, мы стараемся, каждая страна там договора заключает, фонды создает, да, там всякие деньги вкладывает, и получается торговый дисбаланс. Мы больше импортируем, чем завозим, да, а национальный интерес напрямую связан с продовольственной безопасностью и с экономической безопасностью, да. Есть же такие прекрасные, к сожалению, понятия, как импортируемая инфляция, да, многие вещи, которые завозятся, а потом вот мы страдаем, что мы не можем потом реализовать. Вот у меня отсюда к вам вопрос. Какую мы должны проводить политику, чтобы у нас не было торгового дисбаланса, чтобы мы экспортировали, чтобы мы продавали свою продукцию постоянно, и у нас пополнялся бюджет? Есть вообще такие примеры в экономическом мире, или это сложно сделать сейчас? Ну, давайте скажем так, что у нас мы сейчас являемся членами ЕАЭС, да, это огромный рынок, довольно-таки, да, и, в принципе, в этом направлении тоже мы буксуем в связи с какими-то техническими там, или, может быть, околополитическими событиями, да, но уже давно мы должны были сделать определенные шаги в этом направлении. Давайте скажем так, что мы 3,5 раза больше покупаем, чем продаем. Мы, например, да? 3,5 раза, это гигантский. На $1 продаем, а покупаем на $3,5, да? Примерно. То есть импорт. Больше, да? Очень огромный рынок. И здесь, например, есть очень много таких компонентов, которые мы бы спокойно сами могли бы делать, например, да, это касается именно энергетики, электроэнергетики, например, да, где мы можем получить определенный очень хороший мультипликативный эффект. У нас те заводы, которые были раньше, делали, да, там, они стоят сейчас. Просто, наверное, под базаром, кто-то хочет сейчас еще ее сделать, например, тот же БМЗ, там еще что-то там и так далее, да. Вот давайте посмотрим. Провода, железо и так далее, откуда мы покупаем, да? Это понятно откуда, да? С России или с Китая, да? Элементарные выключатели, лампочки, вот эти микрофоны, все работает на электричестве. А мы подаем только саму энергию, продаем. А остальная часть, вот эта добавленная стоимость, да? Вот эта добавленная стоимость уходит куда? На импорт, мы ее завозим. Ну, то, что называется валютный пылесос, да, они снимают. И почему бы нам бы не начать хотя бы для начала с маленьких цепочек? Не надо гнаться, сразу получать и, скажем так, иметь эффект. Сейчас вот в рамках государственных финансов есть налоговая политика же, да? Когда вы приходите в налог, у них спрашивают все время, где план? То есть давайте платить налоги. Ну да, это... И, соответственно, если он выполняет план, то значит он хорошо работает, да? А кто этот план задает им тон? Вот эти импортеры, они же в основном продают на Дурдое, на там и так далее, на этих крупных рынках, да? А мы что продаем? Мы конкретно, я, например, вот Кыргызстан что продает? В основном руду, золото, да? Ну, может быть, частично там энергию, возможно, бывает, и то последние 2,5 года, вода, да? Уже покупаем, вот в 2021 году, да, дефицит был огромный, и так далее, и тому подобное. Все это надо выстраивать, и
Вот я, пользуюсь, спасибо, хочу всем слушателям сказать о том, что, уважаемые господа, государственный заказ есть такой. По любому вопросу. По идеологии, по конкретному товару, по конкретному проекту. Вы просто нагружаете министерство, да? И министерство просто отписывается правительству, и на этом все заканчивается. То есть на уровне болтологии все это делается. Давайте конкретно заказывайте, создавайте команду, говорите, вот вам, там 10 миллионов, нам вот этот продукт выдайте. Через госзаказ, да? Через госзаказ. Например, та же в области политики, да, идеологию разработать, пускай разрабатывает. ЦППИ пусть. Да, например, да, у них получится, не получится, тогда же мы увидим, знаем, оказывается, в эту сторону нельзя двигаться. Отрицательный результат тоже результат. А потом уже дальше пойдем. А так просто мы списываем, смотрим на крупные страны, например, и говорим, они так делают, давайте. То есть вот эта система приспособленческого политики, да, самой политики, она к лучшему не приведет. Мы, наоборот, чуть-чуть должны, маленькая страна, чуть-чуть должно быть быстрее и шустрее. Сейчас реклама, потом мы продолжим. Марал айналасында жарнама. Делмар Групп батырды сатып алуу үчүн ыңгайлуу шарттар. Байланыш номери 0500 600 200. Эшиңиз илгери болсун. Илгерилетмек бизден болсун. Жарнама үчүн 0551 20 10 00. Кызыктуу программалар. Дүйнө дүбүртү программасын угуп атасың. В эфире программа Дүйнө дүбүртү. Мы говорим сегодня о кыргызском национальном интересе, о геополитических интересах. Мы их пытаемся сегодня артикулировать, и кыргызский экономический интерес. В гостях студии экономист Гурас Джапаров и политолог Тамерлан Ибраимов. Вот перед рекламой мы говорили о экономических возможностях Кыргызстана, да, экспортных возможностях. Вот здесь вопрос такой поступил. Вот уже несколько лет подряд вот эта кыргызско-казахская граница, она долгое время была закрыта из-за ковида, там причины. Вот буквально недавно открылась, 18 апреля. Открыли ее перед всеми, но, к сожалению, самое главное, что нам нужно, не только человеческий поток, но и грузовые перевозки, которые не в Казахстан, а может быть и в Россию, а может в Европу, они постоянно на очереди, постоянно ограничиваются. Приходятся разные аргументы, я вот смотрел, аргументы практически остаются одни и те же. Контрабанда, там нелицензированная, нет там электронной, ну вот все вот эти вопросы. Но мы прекрасно знаем, что Кыргызстан член ЕАЭС, да? Уже не первый год. И когда ЕАЭС формировался, там у 5 стран есть 4 свободы, да? Свободное передвижение товаров, услуг, капитала и всех возможностей. Да? Вот отсюда радиослушатель спрашивает, что у нас идет торговая война с Казахстаном, и Казахстан стремится экономические интересы Кыргызстана ограничить и стать самим бенефициаром. Как вот ваше мнение, как экономист? Здесь два основных момента есть. Первый момент. То, что в рамках ЕАЭС Казахстан официально не объявляет о закрытии границ. Просто время проверки удлиняет. Например, одну фуру могут рассматривать до 6 часов. А в процедуре ЕАЭС одна проверка, то есть одной фуры, да, там четко не прописано, сколько они будут смотреть. Плюс здесь очень много компонентов есть, которые, в принципе, они вот официально на правительственном уровне ничего не нарушают, и в рамках ЕАЭС тоже ничего не нарушают. Ну, они говорят, мы же не закрываем, мы просто проверяем, да, если попроще сказать. Ну понятно. Да. То есть юридически они находят уловки, да, чтобы уловки не обвинили. находят, и здесь почему Казахстан к этому стремится и в чем интересы? Ну, вот мне сейчас, конечно, сильно сказать неудобно, но постараюсь сказать, как говорил один очень хороший гуру, помягче, да? Ну, во-первых, есть так называемая Алматинская декларация. По-моему, подписана именно в Алмате если не ошибаюсь, в 2004 году в рамках программы Организации Объединенных Наций, где страны, не имеющие выхода к морю, должны пропускаться через определенные территории, в данном случае через Казахстан, да, беспрепятственно.
я еще раз хочу подчеркнуть, это называется, так и называется Алматинская декларация. Беспрепятственный проход, да? Беспрепятственный проход. Это уже Транзитом на уровне, идущий, да, на уровне международной организаций. Если Казахстан подписывал все соглашения Организации Объединенных Наций, то она должна была бы соблюдать. Второе, уже на региональном уровне непосредственно. Второй, более крупный региональный проект есть, так называемый СНГ. Он работает, не работает, но все равно мы бумаги какие-то подписывали. И третий, уже более близкий региональный компонент, это ЕАЭС, да, где больше экономических интересов, да, когда мы должны соблюдать определенные тарифы там, и так далее, передвижения там, и так далее. Но кроме этого, Казахстан является членом ВТО. Фактически нарушает процедуру правил ВТО. Если вы помните, в 2014 или 2015 году Кыргызстан жаловался на ВТО, а ВТО тогда придумал определенную статью, сказав о том, что это спор уже двух стран и можете решать путем переговоров. Да? То есть конкретных рекомендаций или конкретных каких-либо последствий по нарушению со стороны Казахстана для Казахстана не было. Да? Теперь почему второй, один из важных компонентов, почему так делает Казахстан? Во-первых, малый и средний бизнес в Кыргызстане довольно-таки неплохо развит, в отличие от Казахстана. Да? В Казахстане более крупный бизнес развит, да? Скажем так. И то горнодобывающий, да, такой. В целом у них и банковская система неплохо работает. Скажем так, что наши бизнесмены хорошо адаптированы на рынок ЕАЭС, и в том числе и в Казахстане, да? Поэтому какая-то процедура по сокращению и занятости, то есть собственного рынка со стороны Казахстана тоже происходит. Какой-то элемент протекционизма, да, получается? Элемент протекционизма, да. У них еще сухой порт есть же, Харгос. Да, сухой порт Харгос, и непосредственно, по-моему, года 2 тому назад мы хотели точно такой же порт открыть в Нарынской области. Правда, население Нарынской области логистический центр, да. Сейчас хотят, но инвесторов нету. Это то же самое. Сейчас согласились, но инвесторов нету, да, уже. Теперь те крупные геоэкономические проекты, которые у нас существуют и у всех на слуху, например, железная дорога Китай, Кыргызстан, Узбекистан, например, да, там кто-то говорил, если не ошибаюсь, где заканчивается колея, там заканчивается экономика, да, то есть уже выбор колеи. Это такое классическое выражение, да? Классическое выражение. И поэтому выбор колеи с двух сторон, например, Китай по международной, а Россия по советской колее, да, поэтому здесь тоже надо решать. Я еще раз хочу подчеркнуть, что интересы Кыргызской республики должны заключаться в том, чтобы наши приоритеты не только в сельском хозяйстве, у нас приоритеты в энергетике. И именно в гидроэнергетике, по возобновляемым энергиям, по зеленой экономике у нас очень хороший потенциал. Кстати, да? Вопрос. Недавно был форум «Креативная экономика». У меня к вам вопрос. Насколько это может быть кыргызским экономическим интересом для внутреннего и так далее, креативная экономика? Как вы к этому? Очень много людей задают вопросы про креативную экономику, там, поведенческая экономика. Может быть, коротко об этом скажете? В сути экономической идеологии лежит сама поведенческая экономика, то есть поведение спроса и предложения любого человека, да, на что он, скажем, отдает предпочтение какому товару, да, один и тот же воду вы можете по разной цене продать. По разной цене, в зависимости от того, что как вы подадите и с каким вкусом, и кто как будет. И как рекламировать, да? Да, как рекламировать. Это в принципе, основа, да. А креативная? Да. А креативное то, что мы сейчас, скажем так, некоторые наши молодые люди подхватывают идеи западных стран, говоря о том, что у нас есть идея, мы можем ее роботизировать, там еще что-то, оцифровать, оцифровать экономически, еще что-либо получить сделать, прибыль, да, уже? Получить прибыль, но
по большому счету, все это, вот, креативная экономика там и так далее, она фундаментально должна держаться на реальной экономике. Сколько ты не говори, и в интернете сколько не сиди, все равно кушать охота. Потом через 4 хлеб, часа да. надо пойти. Хлеб, электричество, вода. Холодильник открыть надо, да? Ну это да, это реальная экономика. Да. Кстати, это Реальная забывают, да, экономика, многие? Если у тебя холодильник полный, если хорошо, ты будешь долго сидеть на компьютере, да? На самом деле так. Если попроще. Это вот и есть. Кстати, к вашим словам, знаете, шутка же есть такая, да, электричество спорит и компьютер, да, интернет, кто важнее, да, интернет говорит, я важнее, я все решаю, все связи, а электричество говорит, ну хорошо, и он с розетки вытащил, электричества нету, к вашим словам, да? Ага. И еще раз вот хочу еще раз подчеркнуть, вот, возможно, может слушает кто-то из высших чиновников, о том, что у нас очень много университетов, есть Академия наук, научное сообщество. Надо выделять из государственного бюджета или с местных бюджетов, или находить меценатов там и так далее, и начинать работать в этом направлении. Все время надеяться на то, что кто там сказал, кто получил Нобелевскую премию, там, и давайте за ним бегать, это уже неправильная идеология. То есть свой продукт кыргызский надо, и наукоемкий, и научный потенциал. Свой потенциал. Так, чтобы наши молодые люди заходили, и у нас где-то, ну, хотя бы в Дордой плазу заходили, ну, хотя бы у нас, ну, для начала в ближайшие 3 года 4-5 брендов кыргызских стояло. Ну, кстати, уже появились. Хотя бы, да? Да, уже хотя есть, бы. да, уже есть, да. А то у нас на Покупай франшизе кыргызское, сидят, да, имеется в виду, да. На франшизе сидят, вы знаете, сколько там франшиза стоит. Кстати, то, что вы говорите, это правильно. Покупай кыргызские товары, потому что мы прекрасно знаем, и часто минеральную воду, другие товары, даже правительственное учреждение покупает соседней страны или какой-то другой. Это неправильно, потому что мы знаем прекрасно, даже когда кто-то приемы проводит, он покупает свою продукцию, на своих машинах есть. Спасибо вам. Тамерлан Рысбекович, вам вопрос такой поступил, да, вот сегодня идет геополитическая динамика, да, национальный интерес, он всегда связан с очень сильной экономикой, гражданским обществом, отсюда вопрос есть, вот какая геополитическая судьба или выбор ожидает Кыргызстан, вот, исходя из национальных интересов, на кого мы должны ориентироваться? Или... Ну вот сейчас предыдущая дискуссия с уважаемым коллегой по поводу Казахстана, торговой войны, это, кстати, напрямую относится к нашим национальным интересам. На мой взгляд, ключевая причина, почему Казахстан уже долгие годы проводит недружественную политику в отношении вот торговых потоков по отношению к Кыргызстану, это попытка перенаправить вот эти торговые потоки из Китая. На себя, да? Замкнуть? Да, замкнуть на себя и фактически убивая вот эти потоки, которые шли через Кыргызстан и пока еще продолжают идти. Ну, Дордой, да, Карасу, да? Да, вот тут это, как да, бы это... ни для кого это не секрет, и даже вот после январских событий Касым-Жомарт Токаев даже такую фразу говорил, что огромные потоки контрабанды контролировались людьми, приближенными к себе Назарбаева, потом они быстро-быстро как бы это вот замяли, не стали про это говорить, исчезло это все, да, из публичного пространства. Но они в этом признались, а поскольку семья контролировала эти потоки, естественно, они имели возможность влиять и на политику. А главный как, конкурент, кстати, 20 тысяч боевиков куда-то главный конкурент не могут в Центральной Азии для них был Кыргызстан, да, поэтому и проводилась, и проводится, к сожалению, такая политика. К сожалению, у Кыргызстана на сегодняшний день нет действенных инструментов для того, чтобы что-то, по крайней мере, близкое вот, к паритетным вот таким инструментам давление на Казахстан оказывать. Ну, нет у нас просто инструментов, за исключением воды, но это и то. Там вот водохранилище, помните, еще когда Атамбаев перекрыло, но это буквально в течение короткого времени. Ну, это вегетативный период, весна, не настолько серьезно влияет на Казахстан, что они могли бы действительно почувствовать это как большой экономический урон на себе. Вот как раз я и говорю о том, что, понимая, что такая политика, как она может измениться, то два способа. Или первое, это политическая воля казахского руководства, которое действительно вдруг решит проводить все-таки дружественную политику, надеяться на это. Да. Потом надеяться на добрую волю соседа, конечно, хорошо, но мы всегда должны иметь более действенный инструмент для того, чтобы... А вторым действенным инструментом это диверсификация наших торговых путей. То есть транзитных путей. Транзитных путей, совершенно верно. Когда мы говорим, что у нас торговые пути замкнуты в основном на севере, это вот через Казахстан на Россию, это хорошо, это нужно развивать.
Но если мы все время будем полностью на 90% зависеть от их торговых путей, то любое там, изменение политического понимания геополитического Казахстана или России очень сильно будет бить по нам, и мы как бы все время будем в полусогнутом состоянии. Поэтому диверсификация по направлению Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Турция, Ближний Восток в определенной степени дало бы нам больше свободы. И это есть стратегические национальные интересы, которые мы не можем, конечно, там за год, два, за три изменить эту ситуацию. Ну, работать начать Но мы надо, должны да, ставить уже? себе цели на среднесрочные, долгосрочные, скажем, на 3, 5, 15 лет с тем, чтобы вот эту диверсификацию выстраивать. Вот к вашим словам, то, что вы сказали, вот Монголии пример есть, приводят часто эксперты. Совершенно верно, она зажата между двумя гигантами, Россией и Китай, и при этом Монголия, вот и концепция третьего друга, да, третьего соседа, когда они говорят, что мы между двумя огромными гигантами, если мы будем все время от них зависеть, то это будет просто нас. Поэтому они выстраивают политику образа, что они Японию привлекают, США, и Запад, США, это Запад, да. да, то есть будучи глубоко, так же как и Кыргызстан, в центре континента, не имея выхода к морю, тем не менее они стараются выстраивать политику таким образом, чтобы не оказаться полностью зависимы от двух своих крупных соседей. Кстати, это им удается, да? Вот, с точки Определенности, зрения но у экономики? них есть да, у них есть в принципе то, что можно продать хорошо, да, то есть это в недрах там и у них и уголь, и цветные металлы, и так РДН, далее. да, вот это да, предприятие, это да. как бы их Скот плюс. большой, да? У нас, кроме, у нас есть тоже золото, как бы мы тоже что-то можем маневрировать, но не такие большие возможности. Но у нас есть другие возможности, да, то у нас есть возможности выстраивать все-таки вот эту транзитную политику, хотя мы находимся в центре континента, landlocked country, тем не менее мы должны были еще 30 лет назад этим озаботиться и к этому вот за 30 лет выстроить что-то. К сожалению, ничего не сделали. Будем надеяться, что в будущем это сделаем. Кстати, с вашим словам, есть американский эксперт, который говорит, у Кыргызстана есть самое главное дух свободы. Это самое привлекательное. Это еще один. Ну, это тоже экономическая категория, это еще да, одна в этом категория, плане, да. которая, Да, это тоже товар. когда ты выстраиваешь политику, скажем, туризма, привлечения инвестиций и так далее, не на самом последнем месте стоят вопросы, касающиеся свободы. То есть, когда сюда приезжает айтишник или инвестор, ему очень важно, ну, во-первых, конечно, законодательство, да, инвестиционный климат, это важно, да. Второе, это, конечно, безопасность. Третье, это возможность действительно вот ездить по стране, кушать, что хочешь, говорить, что хочешь. То есть свобода, демократические ценности – это немаловажный вопрос. Четвертое, там, скажем, экологические вопросы. То есть, Ну да. если в Бишкеке дышать нечем, то сюда, в принципе, инвестор переехать не хочет. Я знаю очень много людей, иностранцев, которые говорят, у вас все замечательно, но у вас зимой дышать невозможно. Я не хочу свою семью сюда привозить, я не хочу, чтобы мои дети болели. То есть экология, она вот в топ-10 вопросов стоит для инвестора. Понимаете? Если экологическая ситуация плохая, то сюда, в принципе, инвестор для этого. Но только тот, который приедет, быстро какие-то свои дела сделает там, и уедет. Ну, да, так и, называемые да. быстрые деньги, да? А долгосрочно, как бы, это уже большой вопрос. Согласен, вы бы свою семью повезли бы в страну, в которой невозможно дышать. Да, Ну, это отравленный да, воздух. это как бы все это. То есть вот эти вопросы, это тоже выходят вопросы вот, национальных интересов, которые все это вкупе выстраивает политику, и в том числе геополитическую политику, которая очень важна для любой страны. Спасибо. Гураз Дулович, что-то хотели добавить, да, вы? Да, я по вопросу кадров мне хотелось бы еще раз сказать. Вот, в принципе, человеческие ресурсы и человеческий капитал один из важнейших уже, мы знаем уже, история человечества доказала, что это нужно, оказывается, да? Поэтому, когда мы говорим о непосредственно развитии экономики, здесь нужны именно управленцы, те управленцы, которые как в рамках государственного управления, именно в части экономического блока, так и на местах, да, вот эти кадры, они решают. Если их не будет, то ни креативной, ни другой, ни третьей экономики не будет. Мы знаем, что у нас есть два представителя, есть два человека. Ну, кстати, министры молчат, я что-то не знаю, ни по одному вопросу, или так там принято. Один раз что-то сказали, я не знаю, что они сказали. Они ничего не могут сказать. Там же я выстраивался под Россию, и так и будет. А, то есть они на То 5 есть, стран, если да? им нужно, да, они сделают. Если нет, ну ничего не решают просто. Поэтому понятно. вот этот вопрос мне очень, так скажем, Кыргызстан имеет право блокировать, например, инициативы Казахстана в рамках ЕАЭС. Имеет даже при такой маленькой, да? Да, конечно. И не читая, ничего не делая, просто голосовать, а потом свое говорить, это плохо.
У нас тоже, когда Казахстан в ИТО Мы, кстати, пошли вступали, на большие преференции, пошли к ним, да, да. пошли на преференцию, а теперь вот... Они как забыли, делают, да. Они как хорошие, в кавычках, соседи, да, в принципе, по большому счету. Кстати, Узбекистан еще в это не вступил, да, там Не тоже вступил, переговоры но, идут большие, да, это тоже для переговорной позиции. Да, переговорная позиция, и там должны вот действительно переговорщики, которые знают свое дело, и непосредственно, когда вот вы представитель целой республики, вы должны уже думать, читать днем и ночью и говорить свое уже интересы. Позиции, свои интересы, Да, да, свои. артикулировать, да? Да, если вы этого не делаете, то вы просто так зарплату получаете на самом деле, да? Все, спасибо. Еще Да, два пожалуйста. слова про все-таки креативную экономику. На мой взгляд, важная вещь. Этим нужно заниматься серьезно, а не так вот, как у нас бывает иногда там на этих. Но важная вещь, почему? Вот, скажем, в той же Беларуси, вы знаете, да, что там очень мощный IT-сектор, по крайней мере, был развит. Да. Ну, уже В сейчас. мировом масштабе очень Да. серьезный. И взять Минский автомобильный завод, гигант еще советских времен, там работают десятки, если не сотни тысяч людей, огромные там гектарами, сотнями гектаров площади и так далее. IT-экономика дает не меньше, даже больше, чем... А там работает 20-30 тысяч человек. Ребята в чистых офисах спокойно сидят, интеллектуальные свои способности используют. То есть это вот показатель того, что можно совершенно другого в современном мире там, входа заходить и зарабатывать не меньше, а даже больше деньги. Но этим нужно серьезно заниматься, просто так там говорить как мантру IT, конечно, ничего не получится. Здесь нужно создавать условия для того, чтобы и IT, и современные виды туризма здесь развивались. И в этом отношении, потому что действительно, вот мы же сегодня уже говорили, что продавать особо-то по большому счету нечего, да, что есть, конечно, там и животноводство, и овощеводство, и фрукты, но это небольшие объемы, то есть нужно в другие сферы выходить, в том числе, кстати говоря, и фармацевтику, потому что это очень важная перспективная отрасль, которая у нас практически не развита, но имеет большие перспективы в мире. Спасибо вам большое. Программа «Дюйм завершилась. Вот очень интересный разговор. Мы только в начале пути национального интереса кыргызского говорим. И я бы хотел немножко такую ремарку сказать. Все-таки это со средних веков Макиавелли начинал национальный интерес. И классический герцог фон Роген, который сказал, что князьями управляют народами, а князьями управляют интересы. Я думаю, что мы, как суверенное государство, впоследствии выработаем четкие кыргызские национальные интересы по всем направлениям и будем защищать интерес. Большое вам спасибо. Был очень интересный разговор. Программа «Дюйм завершилась. До свидания.